республики максимальное количество побед. Мы вас ждем, мы с вами, мы вас сопровождаем. Ну и я думаю, огромная многотысячная армия болельщиков. Вы должны знать, что всегда следит за вашим выступлением. Сегодня у нас в детско-юношеских спортивных школах занимается 4000 детей. Вот вы все являетесь для них примером. Конечно, Манханова, Владимир Эдуардович, когда состоялся поэтапно перед матчем. Мы вот этот список составим и постараемся публично вам предоставим. И надо как-то поднести главе республики наших, исполняющих обязанности честном будущем, и увеличение контингента хотя бы на 18 год. 18 год уже просить нормально, вот, что сборная команда, те, которые финалисты, чтобы они попали в состав центра спортивной подготовки, и в том числе центр спортивной подготовки, чтобы были взрослые, молодежь и юноши. Ну, как федеральный вот это у нас так обеспечивается, очень много, большой вот это вопрос мы сняли в республике, тем более по базовым видам спорта. Если так уж финансирование, если такое ограничено будет, у нас базовые виды спорта, вопрос и проблемы. И второй вопрос, у нас вопрос проблемы, это уже несколько лет мы бутируем, когда еще агентство было, министерство, увеличение проживания и суточного наших спортсменов. В других регионах на уровне своего законодательного собрания, которое вот у нас говорят народных уровнях, в этом все принято, и те мы, которые Замкрае, Иркутской области, Ясахай, Якутии, мы вот это сравнение все брали, они все приняли, и вот это все мы предоставляли, документы уже не раз предоставляли. Вот это вот два у нас самые основные вопросы, вот, которые у меня головная боль уже несколько лет, вот, и на этим сейчас будем разбираться, и вам все документы предоставим. значит, еще раз, по увеличению затрат, имею в виду сейчас по проживанию, да, и по питанию, надо нормативный акт согласовывать, Ольга Юрьевна. Вы его выносите. Я понимаю, что через Минфин, через Минэкономику пройти сложновато, но это надо в постоянном режиме делать. Второе, мы все с вами понимаем, что сейчас в сентябре ситуация вся поменяется, да? Пройдут выборы, значит, новый состав правительства, значит, новая структура правительства, новые финансовые... Что объяснить? Чтобы каждый настраивался на каждую схватку. Я думаю, первая схватка будет главная, но оттуда можно настройтесь на первую схватку, поставить задачу первую схватку, выиграть, дальше будет нормально. Всем удачи. Ну и хотел бы такой вопрос. Вопрос того касательно, ну, вот, например, есть какие-то программы по восстановлению спортсменов, есть травма, да, там есть, да, какие-то, ну, моменты тоже, что там восстанавливать спортсмена, там какие-то, ну, бюджет или что там, я не знаю, ну, такие моменты, то, что вообще есть травма, сегодня ты борешься, завтра ты там травму получил и никому не нужен, там, можно так сказать. Вот в этом плане, да, мы должны все-таки индивидуально отрабатывать. Я обращаюсь к вам и к Грофу Мадеевичу. Возможности, они, конечно, есть. Но надо их правильно вовремя, так сказать, вовремя и в определенный срок индивидуально отработать, и тогда будет все решено. У нас есть договор в медицинском центре. У нас, ну да, у нас рядом. В нашем центре спортивной подготовки, те, которые сборная по списку проходят, есть у нас такая. Индивидуально каждому подходит. Они, пожалуйста, можете пройти. Вот у нас договор соглашения с Диаметом, там обследование пройти, и они вот вам назначено, но прежде чем надо направление взять в спортивный диспансер, так принято. И он направление дает на обследование, все, что здесь сами могут сделать, а потом отправить Диамет. И там проходите, пожалуйста, вопросов нет. Я в нашем списке 50 человек. Ну, да, это как бы это общая информация. Я все-таки говорю, надо индивидуально. Индивидуально. Индивидуально по каждому. Всего спорта, ну, естественно, для спортсменов. Вот. Ну, что хотелось бы сказать, конечно, большое спасибо вам всем, Центру спортивной подготовки, вам лично бы это сказать, потому что, как говорится, в полном объеме провели вот эти тренировочные мероприятия.
чемпионате, как они бы там выступали. Но, конечно, там главным тренером им виднее, и нашего парня его тоже планируют на первенство Европы. Так что вот они будут тоже участвовать в тренировочных мероприятиях там по сборной команде России. Ну и, естественно, у нас вот 8 человек, кто уже, как говорится, в боевой готовности есть. Ребята, они все. Давай. Забедай, Алексей. Зеленов боят. Давай, Бояк, ты всех давай. Да, он как капитан. Давай. Держи полбалдан. Ну давай, Болдан. Я с тобой не раз. После первой минуты, понял? Посидели это просто. Смотри сюда. Так, Юра Власков. Так, кто там? Юрий Владимирович. Так, ребят, давай. Сюда. Не, она это нормально приклеит, она вообще нафиг.